этот день с 1944 года была снята блокада города Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга. Время никогда не изгладить из памяти народов Великую Отечественную войну, самую тяжелую и жестокую из всех войн в истории нашей страны. Именно поэтому было важно передать атмосферу тех тяжелых лет во время осаждения Ленинграда. На протяжении всего мероприятия звучали стихи, было показано видео, документальный фильм. Дети показывали мини-сценки, но больше всего детям запомнились куски хлеба, которые выдавались по талончикам. Это мероприятие – открытый урок для каждого. Здесь школьники не только рассказывают о жизни в кольце фашистской осады, но и показывают, как люди выживали долгие 872 дня, как видели смерть и, несмотря ни на что, не сдавались, даже когда устоять казалось невозможным. Взрослые удивлялись. Сколько у меня терпения. Все, что происходило в блокадном Ленинграде, навсегда останется в сердцах огромного количества людей, проживающих на территории нашей страны. Эта память должна передаваться из поколения в поколение. С тех пор прошло много лет, но до сих пор глубокой болью отзываются в сердцах проникновенные строки о трагических днях в истории нашей страны. Дети, плача хлеба, просили, нет страшнее быть метафорой. Ленинградцы ворот не открыли и не вышли к стене городской. Без воды, без тепла, без света, день похож на черную ночь. Может, в мире и силы нету, чтобы все это превозмочь. Ребята также провели всероссийскую акцию «Блокадный хлеб», где каждый прохожий мог получить те самые драматичные 125 грамм, ставшие мерой выживания истощенных голодом людей. Ученики, раздавая паёк, объясняли, этот крохотный кусочек хлеба часто становился единственной пищей для жителя осажденного города. Сегодня наша школа принимает участие в этой акции, и мы раздаем листовки, брошюры, где находятся базовые сведения о блокаде Ленинграда. И все мы знаем из рассказов те самые 125, раздаем 125 грамм хлеба. Этой акцией мы хотим напомнить людям о том, что нужно ценить то, что имеем. Нельзя забывать ни в коем случае прошлое. А сейчас у детей есть все пригодные и хорошие условия для жизни. Но ведь когда-то люди жили совсем по-другому. Больше всего меня расстроил видеоролик, где молодая пара находит кусок хлеба в стене и начинают вспоминать о тех рассказах, которые им рассказывали, как люди спрятали свои куски хлеба, чтобы выжить. 27 января 1944 года по советскому радио был передан текст приказа войскам Ленинградского фронта с сообщением о полном снятии блокады. На улицы и площади в тот день вышли десятки тысяч жителей города, для которых каждый день блокады был днем подвига, мужества и стойкости. Хава Гагиева, Маирбек Мержоев, Новости 24.